Вы видите перед собой ядрообразный мавзолей, так называемый, который находится в селении Тяж, откуда выходцы ингушский тейп Торшху. На ингушском языке вот такие строения носят название Геркаш или, по некоторым данным, Волгала. Часто топонимическое название такие вещи вместе с окружающей их какой-то территорией или просто вот само сооружение называют по имени человека, который был похоронен в этом месте. Чем они отличаются от остальных склепов? Это тем, что все остальные склепы, они являются семейными усыпальницами, то есть это принадлежит роду, фамилии, и все умершие этого рода фамилии, взрослые, малые, мужчины и женщины, хранились в склепах. Данное сооружение строилось именно для одного человека, который проявил себя в жизни героем, так скажем, в кавычках, на ингушском это онахсык, спас кого-то, спас людей, будь то от болезни, от смерти, проявил себя в сражении с врагами или с захватчиками, сумел заслужить уважение людей настолько, чтобы они ему построили вот такую вот отдельную усыпальницу, отдельный мавзолей. Так вот, данный мавзолей, он не часто встречается в Горной Ингушетии, тем более сегодня, так как они очень быстро разрушаются, и многие из них перестали существовать вообще, а некоторые были вовремя отреставрированы или же законсервированы представителями тейпа. Ну, такие примеры можно привести с таким же ядрообразным мавзолеем в Лейми, Албохчакаш, и в Волнушке. Мы как-то писали о том, что Волнушки разрушаются, и вот мы увидели, что все-таки в Волнушках вот такой же ядрообразный мавзолей, он отреставрирован, и уже за него можно не бояться еще очень долгое время. Мы с вами здесь видим уже почти разрушенный, ну уже отчасти разрушенный. Почему я говорю почти? Поскольку вот данное разрушение, которое вы видите сейчас перед собой, оно позволит жить вот этому сооружению, но очень мало времени, к сожалению, и поэтому хотелось бы, чтобы люди, которые могут и занимаются подобными работами профессионально, подошли к этому делу и помогли, хотя бы законсервировали вот этот памятник, чтобы он дальше не разрушался. Насколько я знаю, Торшхоев очень много в республике, живут и за пределами тоже. Поэтому, мне кажется, силами одного-двух человек, группы людей это возможно будет сделать. Поскольку пока государство или какая-нибудь государственная программа доберется до этого памятника, а мы знаем, что с вами именно погребальные памятники реставрируются в последнюю очередь по любым программам почему-то, хотя они не менее значимы, чем любая боевая башня, я боюсь, что до того времени этот памятник не доживет. И поэтому хотя бы какая-нибудь консервация, которая позволит прожить этому сооружению еще долго, ему крайне необходимо. Хотелось бы, чтобы на это откликнулись представители тейпа и начали эту работу по консервации.